Жители частных домовладений здесь, по улице Оздоева, с нескрываемой иронией рассказывают, не то чтобы они рады водовозке, просто не успели соскучиться. Еще вчера, после прорыва трубы и вследствие ремонтных работ, подача живительной влаги была прекращена, и утолить жажду горожан была призвана эта ярко-оранжевая громадина. Местные уже заранее припаслись канистрами и бочками. К временным неудобствам относятся с пониманием. В семье у нас 8 человек, и при необходимости подаем заявку, и нам предоставляют воду. Без воды нас не оставляют. Прям приносили по бочкам прямо. Машина на Нальгиев был. Вот этот парень был. Правда, его звать я не знаю, но был. Что вам сказать? Всем спасибо большое. Как выяснилось, прорывы на внутригородских водопроводных сетях – дело частое из-за ветхости и изношенности труб. Тем более, что срок эксплуатации истек, и провести комплексные работы по их модернизации из-за отсутствия сил и средств пока не представляется возможным. Ведь замене подлежат 140 тысяч погонных метров разводящих сетей. Устранять такие нарушения аварийно-ремонтной службе приходится около 5 раз в день. К примеру, здесь на улице Асканова, на территории частного домовладения, уже более 4 часов Ваха Далаков по деталям разбирает водопровод 50-летней давности. Они тут ее обрезали. Когда устанавливали, да? Да, когда обрезали трубу, и отсюда они уже пластмассовой трубой провели дальше где-то, еще домов 3 на этой линии сидят. Несмотря на такие прорывы, в Карабулаке воду стараются не отключать во избежание бытовых неудобств для горожан, за исключением крупных аварий. По словам Азраила Жантигова, создана специальная оперативная рабочая группа по мониторингу нарушений водораспределительных сетей. Уровень воды в резервуарах у нас более половины, когда они наполнены, у нас с водоснабжением в городе проблем не бывает. Но, конечно, в жаркий период времени не только у нас в городе, но и в целом в республике наблюдается дефицит воды. С Унжинского ГНС, где у нас идет водоснабжение, также с нашего резервуаров и часть Малгобекского района осуществляется поставка воды. Как только у нас начинают поступать сигналы об отсутствии воды или давления в водопроводных сетях, мы уже связываемся с участком по распределению воды, и уже осуществляется набор объема воды. И водоснабжение, можно сказать, в среднем состоянии у нас по городу. Те самые накопительные резервуары находятся на Карабулакской насосной станции. Сюда на 3-й подъем поступает вода с так называемой ГНС и далее распределяется в город. Здесь же рядом стоят насосы, и распределение идет прямиком в Малгобек. Как рассказывает Беслан Мусаев, если здесь и случаются технические неполадки, то в основном причиной нестабильности подачи является человеческий фактор. Воду, которую мы сливаем на Карабулак, если считать по количеству жителей и норму на человека, мы подаем где-то 1,5 нормы воды. Но ее все равно не хватает, особенно в жаркую пору. Самая главная причина нехватки воды – это если, допустим, в той части города, где постоянно поступает вода, пройтись по дворам, то в каждом дворе, я не скажу, конечно, есть у нас и дисциплинированные люди, но большей части абонентов в городе, особенно в частном секторе, все краны в огородах, во дворах открытые, часть шлангов лежит в огороде. Перебои с подачей воды здесь, как видно по настроению горожан, особо не омрачают их бытность. Как заверили в администрации города, 24 часа в сутки дежурят специалисты с готовой спецтехникой, и при поступлении сигнала подвоз живительной влаги гарантирован. Михаил Тангиев, Адам Бережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.